самый древний из всех тюркских языков. Он занесен в Красную книгу. Понимаете? При помощи, он настолько древний, что при помощи нашего языка шумерские таблички глиняные расшифровывают. Так что, вот, знаете теперь. Вот мы нарядились в наши наряды. Ну, это, конечно, уже стилизованные наряды. В основном наши женщины, да, любят белые платья. Они их ткань сами делают, вышивают сами. Вышивкой славятся на весь мир. В Чувашию приезжают иностранцы и за бешеные деньги покупают вот именно наши народные вышивки. Вот. И сегодня мы начнем концерт со стихов нашей любимой учительницы, которой уже нет с нами, чувашского языка, Людмила Матвеевна. Она сочинила стихи, посвященные ассамблее, потому что мы, чуваши, нас ассамблея собрала. Мы жили так разрозненно, а потом, вот это 27 лет назад, когда ассамблею открыл Назарбаев, наш президент, и вот мы там все собрались. И вот она написала на чувашском языке стихи, мы потом с ней же вместе перевели, ну сейчас на русском языке, эти стихи прочитает наша Юля. Ух ты, хлопай. Стихи Виноградовой Людмилы Матвеевны, перевод с чувашского Иккечевхи Иксунать. Два крыла, два языка. Два крыла наших двух языков помогли нам найти земляков. Ассамблея народа страны протянула нам руки свои. В Богом данной земле Казахстан полюбил, дружбы дом, да стык уй, свои двери открыл. Павлодар стал родным, и на улицах этих птицы громко поют по утрам. Город светел и чист от березок и ели, и от этого радостно нам. А Иртыш щедро воду дает, и поля орошает весною. В сердце жителям радость несет, в мире жить — это счастье такое. А у нас, чувашей, в Кирсари, Гайнуддина баян непременно позовет петь, плясать. Посмотри, как танцуют чуваши отменно. Два крыла наших двух языков помогли найти земляков. Ассамблея народа страны протянула нам руки свои.